Это село Тургеневка, а раньше Тиберти. Сейчас это церковь, а раньше дом состоятельного крымского татарина. Дому 130 лет. Тут жил дед Шикуре Абибулаевой. Таких, как он, советская власть называла кулаками. Он в Крыму-то был богатый, кулак был, земли много у него было, очень работящий был. В селе все говорили на крымско-татарском. Тут жили лишь несколько десятков семей россиян и украинцев. Когда началась Вторая мировая, отца Шикуре мобилизовали, но на фронт отправить не успели. Когда нацисты вошли в Крым, командир сдал солдат. Отец рассказывал, что на 10 человек дали одну винтовку и 10 патронов. Вот так они там стояли. И уже наступили немцы, и Козлов, или этот Козловский, всех их сдал и сам ушел с немцами. Их всех забрали в плен. Вот этот дом семьи Шикуре забрали, а их самих загнали жить в подвал. У нас жил немецкий офицер, у него были 2 адъютанта, Костя и Дима, русские ребята. И я видела, как часто привозили из Севастополя к нему девушек. Мы не представляли, что это такое. С высокими прическами, красными губами. Для деревенских детей это очень странно было. В 1944 году Шикуре было 8 лет. Она хорошо помнит 18 мая, день, когда их всех депортировали. Утром нас разбудили на рассвете. И мама поднялась, конечно, мы все поднялись. Деда с штыком прямо в одну стенку, а дядя в другую стенку. Их держали, охраняли солдаты. Мама нас собирала, мама успела нам по бокалу молока налить. И все, ничего с собой, ни документов, ни одежды, ни смены, ничего не взяли. Шикуре помнит, как их 3 недели везли в Среднюю Азию, без еды, воды, без уборных. А покойников не хоронили. И в этих товарных вагонах, вы знаете, там наступить некуда было. 3 дня нам окна не открывали, кушать не давали. Помню в казахстанских степях, как выбрасывали покойников. В общем, очень много умирало людей, детей, стариков. Родные Шикуре и еще несколько семей из их крымского села оказались в кишлаке в Узбекистане. Вспоминают, как люди умирали от малярии и дизентерии целыми семьями. Хорошо у нас с нами дедушка был, который нас спас. Он сразу устроился к узбекам, помогал сенокос, там он хозяйство очень хорошо знал. Единственная одна узбечка была соседка, которая тайком такую лепешечку принесет, нам 4 разделе детям кормила нас. Когда семье удалось перебраться в город Фергана, мать устроилась на фабрику. Дети по 5 часов стояли в очереди за пайкой хлеба. Ну и когда мы подходили к дому уже, русские ребята, у нас выбивали этот хлеб с рук, играли в футбол и притом произносили предателей, сволочи, людоеды. И потом грязный хлеб нам отдавали, а мы со слезами уже шли домой. После пленной войны вернулся отец, еле нашел семью и забрал в Таджикистан. Шли пешком, тайно. Оставлять место депортации было запрещено. Шикуре пошла в школу, выучила русский язык, потом в медучилище, стала медсестрой. Нам папа сделал деревянные колодки в школу ходить, обуви нет. И вот мы уже в техникуме учились, 3 месяца мы собирали хлопок. Но увозили нас далеко, поля далекие, как-то неудобно сказать. Мы в канаве стирали трусы, мокрые одевали на себе. Умирали девочки у нас от туберкулеза. Когда семье Шикуре удалось вернуться на родину, их дома были заняты. В особняке ее деда теперь церковь, раньше был детский сад. В жилище дяди и до сих пор почта. В доме родителей Шикуре поселились 2 семьи. Вот я ездила, там этот дом уже не узнать. Такой у нас шикарный двор был запущенный. А половину она продала татарам. Они добавили, пристроили времянку, в общем, закрыли, ухоженный двор. Сейчас Шикуре живет с сыном в Симферопольском районе. Ее сын Нариман хочет справедливости для народа. Его судьбу он воспринимает так. До 1944 года, до 9 мая, уничтожали фашисты. После 1944 года, после 9 мая, пришли антифашисты и убивали тех, кого не убили фашисты. Эти преступления до сих пор замалчиваются.
Он уверен, геноцид крымских татар нельзя называть депортацией, потому что этот термин, на его взгляд, может касаться только иностранных граждан. По данному акту геноцида есть определение. Насильственное переселение – это один из актов геноцида. Сын Шикуре много лет пишет в международные инстанции. Он требует, чтобы под эгидой ООН создали комиссию для передачи власти в Крыму коренному этносу, крымско-татарскому, который не имеет другой родины, кроме полуострова. Алексей Дорогань, Валерий Балаян для Крым Реалии.